Приветствую всех, уважаемые. На обзоре нож Шамаева Феликса. Вот такой нож. Кожаные ножны. Вставка внутри деревянная. Рукоять якутская береза. Сталь Х12МФ. По обуху, ну где-то я мерил 3,8, вот так, под 4. Сведение, спуски прямые от обуха, дол шлифованный, а спуски прямые от обуха. Сведение достаточно такое деликатное, где-то 0,2-0,3. Такой носик ножа вообще, клинка деликатненький. Кованая сталь Х12. Мастер Шамаев Феликс, достаточно известный мастер в Якутии, победитель региональных выставок. Ну, сейчас будем испытывать, как всегда, на роге. Потихонечку начнем. Сведение деликатное. Потихоньку будем смотреть, как он себя будет показывать. Пока нормально, волны не вижу, заминов не вижу, выкрашивания не вижу. Вроде бы ничего. Посмотрим дальше. Сейчас вот так почищу его об этот оброк. Кость налипает. Нет, волны нет. Зазубрин, засветов нет. Дальше. Чуть-чуть камеру поправил. Вроде нормально. Попробуем вот так. Нормально, это кость. Я сначала думал, что-то волна пошла, кость прилипла.
Ну, вот эту часть рога, где твердая часть, тоже вот рублю. Но нормально, хорошо рубит. Но, ребят, что скажу, вот появилась волна, зазубрина и волна. Ну, причем удары я не сильно наносил. Вот его я вообще очень аккуратно делал, этот нож. То есть удары наносил в полсилы. Ну как в полсилы? Ну, в полсилы того, как я всегда наношу. То есть вот, если видно, появилась вот здесь. Ну, как-то наклевывалось уже. Я так вот смотрел, что что-то уже собиралось быть такому. Предчувствие было, что не до конца он нож выдержит тест в том виде, в каком он начал. Ну, сведение я не скажу, что совсем прям деликатное. Ну, где-то, вот я мерил штангелем, почти 3 было. Почти 3, но все равно рановато он так. Тем более удары, я же говорю, не сильные были, я его не сильно. Сейчас возьму листок, попробуем листок. Ну, режет. Нормально режет. Ну, волна пошла. То есть, ну что могу сказать, что для реза идеально будет нож резать, но чуть-чуть нагруженной работы будет вот так, как будет. То есть надо внимательно с ножом. Мастер деликатно делает, чересчур. То есть у меня не один нож, у меня еще есть Феликса этот 65G. Ну там тоже так же строй клинка, примерно такой же. Поэтому я думаю, все-таки ножами Феликса, ну, немного, короче, такие работы нельзя будет делать. Ну, чуть-чуть там что-то, как бы вот, если в общем мнение как бы говорить, вот то, что я ощутил от ножа, вот я им и стучал, когда, то есть я уже как бы так чувствовал, что он, ну, он не доживет, ну, в смысле, не будет того результата, как с другими ножами. То есть мастер другого немного формата делает ножи, клинки, поэтому чисто там резать, чисто там что-то совсем как бы аккуратно. Я так думаю, консервную банку он тоже не переживет. То есть, ну, если бы я так в общем бы сказал, если, допустим, ну, не мяться, а сказать в открытую, как оно есть, ну, я бы не считал этот нож охотничьим таким в полном формате ножом, как бы, которым можно многие работы там исполнять. Тоже там банку открыть там или по костям где-то постучать, если топора с собой нету там. Ну, не то, что постучать, а там, допустим, когда начнешь по суставам работать, там по-любому на кости будешь нарываться. Ну, тот, кто на охоте, тот знает, что это такое без топора, разбирать чисто ножом. И в позвоночник залазишь, там крупный зверь, там тот же сахатый, да тот же кабан взять, между позвонками залазить и там нож, да, грудину вспарывать, грудину вырезать. То есть там это тяжелые работы там производятся, поэтому я думаю, этот нож в полной мере этого не переживет. То есть если так вот вообще говорить. Ну вот так. Всем хороших ножей, всего доброго, до новых встреч.